В нашу редакцию обратились жители дома номер 5 по улице Октябрьской в поселке Ярига. С осени после замены труб у людей начались проблемы с отоплением. А месяц назад в подвале их дома труба лопнула, а вода пошла в подпол и замерзла. Теперь из-за ледяной подушки дом не просто холодный, но и буквально трещит по швам. Как живут люди с личным катком в подвале и, главное, кому и как теперь его устранять, выясняла Виктория Науменко. Ледяная подушка находится в подвале, но следы ее разрушительного присутствия видно по всему дому. Из-за нее уже просела входная дверь в квартиру номер 1, где живут Ольга Коржевская с супругом. Не могли вообще попасть в квартиру, пока муж не выпилил вот эту пластиночку. Дверь мы приподняли дверь и вставили ее. Тогда она стала открываться и закрываться. А так она полностью на пол легла сюда, и ее ни туда, ни сюда. На стенах каждый день появляются новые трещины. Хозяева говорят, треск даже мешает спать ночами. Вот видите, каждый день, вот хлопки, треск, и она потихоньку, боже мой, Разрывает просто дом. как жить, я не могу, мне страшно просто. Вот оно, все оно сыпется, вон даже нащупываю трещину. Сначала вот это было, потом смотрю, вот на второй день, до самого пола она сюда ушла. Семья Ольги переехала в этот дом осенью 2019 года. И первую зиму на новом месте они пережили с комфортом. Было тепло, проблем не возникало. Начались они с этого отопительного сезона. Летом в доме номер 5 и соседних жилых строениях заменили трубы отопления. И при их подключении допустили ошибку. Перепутали так называемую подачу и обратку. Ту проблему тепловики устранили, но возникла другая. Трубы стали лопаться. С конца осени подвал дома топило трижды. В 4-й раз в феврале окончательно. Мы как могли вычерпывали, потом это снег выковыривали. В 4-й раз меня не было дома, я была на операции в Кирове. Муж звонит, Оля, нас залили так и замерзло, что уже мы ничего не сделаем. Все продукты, банки, все там почти погибло. И этот лед, он просто дом раздвинул, можно сказать. Лопнула стена в комнате, кафель в ванне лопнул. Лед в подвале квартиры номер 1 стоит уже месяц. За это время Ольга не раз обращалась в обслуживающую организацию, но почему-то тщетно. Написала обращение на имя мэра и в Государственную жилищную инспекцию. Там предварительно по телефону женщине сказали, что за состояние дома несут ответственность сами жильцы. И это, как пояснили в этом учреждении нам, юридически действительно так. Компания «Соцстрой», обслуживающая дом номер 5, не управляющая, а обслуживающая. Способ управления в этом доме непосредственно самими жильцами. В компании «Соцстрой» нам же сообщили, угроза несколько преувеличена. В доме не подвал, а сравнительно неглубокий подпол, и слой льда там сейчас не настолько большой, чтобы разорвать дом. Разбивать его сейчас значит вредить и без того ветхому строению. С наступлением тепла вода должна уйти сама. Кроме того, месяц назад дом осматривала комиссия, и коммунальщики держат ситуацию на контроле. Более детальных комментариев в организации давать не стали. Виктория Науменко, Павел Лагутин, телеканал Юрган, Охта.